Казахский народ полон удивительных особенностей. Сформировав уникальную культуру, казахи стали одним из самых интересных потомков тюркоязычного населения. Сейчас они активно развивают национальную идею самобытности, которая основывается на культуре и традициях. Верующие казахи мусульмане-сунниты. В прошлом большую роль играли шаманизм и культ предков. Общая численность казахов в мире более 18 миллионов человек. В Казахстане проживает почти 13 миллионов казахов. Примерно пятая часть казахов проживает за пределами Казахстана. Значительные казахские диаспоры проживают в Китае, России, Монголии, Узбекистане, Туркмении, Киргизии, Турции и Иране. Кроме того, существуют общины казахов в Европе и Америке. Казахи имеют сложную этническую историю. Древние корни материальной культуры и антропологического типа казахов археологически прослеживаются у племен эпохи бронзы, обитавших на территории Казахстана. В число древних предков казахов входили племена саков, обитавшие на территории современного Казахстана и Средней Азии. В третьих-вторых веках до нашей эры на юге Казахстана возникло племенное объединение усуней, а на юго-западе жили племена, входившие в племенной союз Кангюи. В первых веках нашей эры на западе от Аральского моря жили аланы, также оказавшие влияние на этногенез казахов. В шестых-седьмых веках племена, населяющие юго-восточную часть Казахстана, находились под властью западно-тюркского каганата. В это же время на территории Казахстана поселились племена, пришедшие с востока, тюргеши и карлуки. В дальнейшем в различных районах Казахстана появились кратковременные политические объединения раннефеодального типа, тюргешские и карлукские каганаты, объединения агузов, кимаков и кипчаков. Последние занимали обширные степные пространства современного Казахстана, получившие название Дешт и Кипчак. Этническому сплочению местных племен способствовало возникновение государства караханидов в X веке. В начале XII века территория Казахстана подверглась вторжению каракитаев. Они смешались впоследствии с местным тюркоязычным населением. В начале XIII века в Казахстан из Монголии и с Алтая проникли остатки разгромленных полчищами Чингисхана племен Найманов и Кореи. Последовавшее затем монгольское завоевание Средней Азии и Казахстана привело к интенсивным процессам перемещения, дробления и объединения племен различного происхождения. На развалинах Золотой Орды в ее восточной части около середины XV века возникли Ногайская Орда и Узбекское ханство. Их населяли тюркоязычные племена – кипчаки, аргины, карлуки, канглы и найманы, в том числе часть ассимилированных местных тюрк. Стоявшие во главе казахских племен феодалы в начале XVI века создали Казахское ханство. С его образованием завершилось сложение казахской народности. В середине XVI века, после распада Ногайской Орды, этнический состав казахов пополнился племенами, прикочевавшими из-за реки Урал, Сибири, Восточного Семиречья. Основным занятием казахов до присоединения казахских земель к России было кочевое скотоводство, и лишь в некоторых районах у них издавна были полевые пашни. С конца XVIII века под влиянием российских переселенцев у казахов получило дальнейшее развитие земледелия. Во второй половине XIX века оно уже сопровождалось постепенным переходом на оседлость. Занимались казахи также домашними промыслами, рыболовством и охотой. Коренные изменения в экономике и культуре казахов произошли после Октябрьской революции в ходе строительства социализма, когда сформировалась казахская социалистическая нация. Казахстан превратился в страну с передовой индустрией и высокоразвитым многоотраслевым сельское хозяйством. Изменились быт и культура казахов, кочевники перешли к оседлости, ликвидирована неграмотность, выросли национальные кадры рабочего класса и интеллигенции. В культурном отношении казахи прославились благодаря музыке. Мелодии исполняются мастерами на дамбре, миниатюрном струнном инструменте, похожем на гитару. Под аккомпанемент музыканта певцы Акины исполняют народные песни.
Особой традицией является конный спорт. Скачки, как таковые, считаются национальным видом состязаний. У казахов насчитывается не менее 10 национальных видов спорта и игр. Практически во всех присутствуют свои обычаи. Не менее важным пунктом в традициях казахского народа является гостеприимство. Гостя надлежало принять в обязательном порядке. Традиция велела угощать гостя лучшей едой, подавать кумыс, айран, затем налить чай и угостить сладостями. После подавали горячие блюда, обычно баранину или конину. Кухню казахов следует разделять на традиционную и современную. В ней присутствует много традиций, лицезреть которые можно на фестивале «Той Казана». Обычаи приготовления складывались веками, существует множество обрядов, связанных с готовкой еды. Основу казахского рациона всегда составляли мясные блюда, в ней есть множество специфических для европейца деликатесов. Основной верхней одеждой мужчин и женщин был шапан, широкий халат, подпоясываемый поясом. Зимой казахи носили наряды из меха, используя выделку из шкур соболя, куницы и енота. Соболь и куница всегда считались самыми дорогими мехами. Небогатые люди могли пользоваться только шубами, сшитыми из шкур домашнего животного. Это были не только овцы, но и верблюды. Казахи постарались на славу, чтобы создать такую культуру, которой могли бы восхищаться все. Поэтому в последние годы туризм в их стране развивается весьма активными темпами. Политические сложности не делают их менее позитивным народом, ведь они хранят память предков, которые многое пережили, сумев остаться единым народом. Мені сүйген жүрегіңнің дүрсілі мүлде тоқтамасын, жаным тоқтамасын. Мені сүйген жүрегіңнің дүрсілі мүлде тоқтамасын, саған жоқталасын, әнім боп қаласың. Сағыныштың оты маза бермейді.